Ну, Анвар Нургалиев – это простой, добродушный, добрейшей души человек, пока его не выведут. Второй МГТ как вы не объявляете, да? Там правильно выпущено, я var mısın ya da medyanın yerden başlıyor. Karatkan sıra sorumluluk da sayı. John Dustin. Башкортстанның халық артисті Анвар Нургалиев. Друзья, здравствуйте всем! В татарском шоу-бизнесе очень много есть интервью на татарском языке, но мало, я думаю так, что мало интервью есть на русском языке. Мы будем встречаться с артистами татарского шоу-бизнеса везде. На концертах, в кино, в парках, в студиях. Мы будем с ними разговаривать, мы будем с ними беседовать. Это первый русский проект про татарский шоу-бизнес. И сегодня мы находимся на концерте известного и популярного певца Анвара Нургалиева. Поехали! Бик шибәр булып тугансың бу матур дөньяларга. Тик күзләр генә тимәсен матурым субханалла. Бир кулыңны кулларыма сөйлә сөйлә сереңне, йөрәгеңнең келәтенә яшермә сөюеңне. Карасаң күзләремә кирәкми сүзләреңдә, карашыңда укыладыр мәхәббәт күзләреңдә. Начнем с самого первого вопроса. Как тебе помогает вообще твоя популярность? Ну, это... Случайно там? Она практически В помогает... автобусе бесплатно проехал там? Нет, популярность, она помогает мне во всем. Даже в том, что я ощущаю то, что меня публика любит, они меня... Кто-то боготворит, кто-то даже хает. Вот это мне уже ощущение, вот это вот дает мне силу. Вот. Это же несбыточная мечта моя детства, чтобы стать... Я же никогда не думал, что я стану там популярным. Я, хотя это слово, если честно, я никогда не люблю говорить, что я хорошо пою. Я такой-то, сякой-то. Ну, не знаю, это у нас не принято, у нас, скажем, да. Я, наверное, это у татар и вообще у мусульман. А у меня в семье мне не дали такого, чтобы я там, вот я такой, я там. Такого нет у нас никогда. И вот народ оценит. Зритель, если оценил, значит хорошо. Но нет предела совершенства, и я не могу быть самым хорошим там вот так. Да, я пою, слов нет там. Я знаю, что у меня диапазон голоса, вот говорят, что Анвар хорошо поет, скажем, да. Диапазон голоса, он у меня, ну так, у меня есть хорошая середина. Чуть-чуть там верха где-то проходящие. Нет у меня вот такого там диапазона, нет таких бешеных вокальных данных. Но я знаю, что у меня есть душа. Есть тембр, есть харизма. Вот. Как ты понимаешь, что концерт понравился? По громкости аплодисментов, там, например, или по отзывам вот здесь и сейчас? А это концерт, он... Или вот когда в Инстаграме отмечают, просто я, заходил, смотрел, да, да. Тот, кто отмечает себя, ты сразу стараешься закидывать к себе. Я хочу им приятно сделать. Все понял.
вот они же тоже хотят, чтобы они отметили, они хотят, чтобы их увидели. Мне же не жалко, что я их перепост сделаю. Как, допустим, некоторые, а зачем я буду там ему там подписчиков передавать, еще что-то. Все понял. Вот. А насчет концерта, оно сразу по духу, с первой ноты начинается. Концерт зашел или не зашел. А потом уже концовка, там, если публика ликует, то это уже высший пилотаж. Не знаю, сравнимый, наверное, я не знаю. Но это самый такой момент во время концерта, когда ты понял, что концерт зашел, и мы, Анвар и зритель друг друга поняли. Я все понял. Они ждали меня, Это как я Аватар, ждал. да, сравнимо? Да, да. Если ты подключаешься, ты подключился одним проводом, и все нормально. Да, вот это я уже там и ощущается. Мы будем присутствовать на самом концерте. Да, ловишься, да. Самое тяжелое для артиста – это начало. Согласен. Выйти и разогреть публику, потому что ты никогда не знаешь, кто там пришел. Может быть, там пришли люди, которые привыкли сидеть с каменными лицами постоянно. И потом в конце говоришь: спасибо, Анвар, все было здорово, все было нормально. Да. Когда ты понимаешь, через сколько ты используешь какие-то свои проверенные песни в самом начале, чтобы зритель зажегся, или как? Ну, То есть, вот, в этот раз мы начали концерт, скажем, таких, популярных песен, которые они его полюбили. Раньше я делал концерт по возрастающей. Сначала тоже такая, хорошая песенка, а потом идут новые, так спокойные, и она идет по возрастающей. В этот раз мы взяли такие, скажем, битовые, что ли, скажем, такие вещи, чтобы им зарядить сразу на хорошей ноте. А потом в середине я уже им даю, такие вот душевные вещи тоже даю. У меня нет такого, чтобы там народ, чуть-чуть народных таких песен нету. Если вот в этом раз я взял частушки только, скажем, Баламишкин. А так вот я даю там про друзей, про родителей, вот так середину даю, а потом в конце я опять даю. Стараюсь дать хороший аккорд. скажи, пожалуйста, кто самая большая популярность в твоей телефонной книжке? Первый раз в своей жизни я поздоровался с Ринатом Ибрагимовым. А тут из наших они для меня и Грей, вот Айрат Ильясов, Айваз, они мои, они ведущие. Вот с ними в любой момент я могу позвонить там, я не знаю, там, кому, Мухину я могу позвонить там, вот, пообщаться по душам, вот. Но больше всего я, наверное, сюда звоню, наверное, вот Айрату Ильясову и Мухину. Вот Марат Мухин — это наш музыкальный олигарх, аранжировщик. Вот. Предложил надломить интервью, поэтому давай продолжаем дальше его надламывать. Каким образом? Задача сейчас можно убрать на время телефон и вспомнить про твой Инстаграм. Инстаграм ты ведешь. Все-таки я до самого низа не дошел. Я сам туда не дохожу. Я дошел до тех моментов, специально отыскал те посты, про которые ты, скорее всего, не помнишь. Возможно. Это года 3-4 назад примерно, да? Может быть, ты даже и больше ведешь этот Инстаграм. Посты, которые, ну, скажем так, если взять на сегодняшний день, никакого отношения не имеют вообще к твоей деятельности, которой ты сейчас занимаешься. Это типа как природа, это типа как шашлычки, там еще что-то такое. Тогда ты часто это выкладывал, сейчас ты про это как бы немножко подзабыл, ты больше выкладываешь профессионально. Творчество, да. Больше творчества. Согласен. Задача какая? Сейчас я буду показывать тебе посты твои. Нужно будет угадать. Ну, во-первых, да, давай, сейчас вот тут у меня оформление такое. Анвар, это твой Инстаграм. Да, познакомься, это ты. Да. Да, вспомни, пожалуйста, кто стоял здесь с тобой рядом. Это очень знакомое фото. Ну, я скажу так, наверное, года 2-3 назад примерно этой фотографии. 2-3 назад. Да, это был ты. Это какой-то фойе у нас. Слушай, сейчас скажу тебе город, ты сразу знаешь. Ну, в общем, попробуй угадай. Ты, может быть, знаешь как, может, по свитеру вспомнишь. Вот я по свитеру, я и помню это фото, я знаю. Когда одевал ты этот свитер, чтобы с кем-то сфотографироваться? Нет, я в нем просто ходил в этот день, я в нем был. Кого ты повстречал, может быть, тогда там, ну, такого. Но это фойе где-то. Это... Где-то в фойе, да, какого-то человека ты повстречал, то есть с ним ты сфотографировался. Это был... Вот я не вспомню. Все, давай раскроем секрет, тогда это был Буйнов. Да, Балагоя. Да, по имени отчеству, там, ты к нему обратился. Да, ну это мой любимый исполнитель.
Любимый, да? Да. Отлично, смотри. Как ты назвал этот пост? То есть тебе нужно будет вспомнить описание. То есть, ну, Инстаграм мы все выкладываем, картинки, и выкладываем еще описание, да, чтобы человек понимал вообще, что там, подписчики понимали, о чем идет речь. Это твой пост, ну, давай для подсказки, где-то года 3 назад. Года 3 назад. Года 3-4, наверное, даже, примерно так. Ну, во-первых, давай начнем. Узнаешь ли ты место вот это? Где это место? Я не могу... Это я знаю, это видно, что это весна. Мгм. Это где-то... где-то. И там нет никакого. Я пост здесь не вспомню. Не Вот. вспомнишь, смотри. Давай откроем. Там ты его вообще никак не подписывал. А просто красоту, зелень, вот Да, просто- пробуждение, да. Да. Ну, чтобы понимал, еще где-то 2-3 поста, все, больше не будет. Тут подписал первый шашлычок с праздником 8 марта. Помнишь ли ты фото, которое ты выкладывал? Это, наверное, с друзьями, с семьями, Угу. скорее всего. Угу. Давай посмотрим, что там на самом деле. Да. Вот, смотри. Сейчас я вспомню. Мы, шашлычок. да, мы вышли, мы же в Деме живем, в Уфе. Мы вышли за дом, за домом мы с ней вдвоем сделали. Вообще вдвоем, только здесь даже друзей нету, да. Все, отлично. Так, Как ты их копал-то? в твоем инстаграме подарок от Русланчика, самый юный мой московский поклонник. Спасибо тебе, мой дорогой. Москва. Да. Помнишь, какой подарок? Вот подарок я не вспомню. Русланчик, он каждый год приходит с мамой ко мне на концерт. Вообще такой изумительный, такой парнишка, пацанчик растет. Ну там его не было на фотографии, там был подарок. Подарок, наверное, какая-нибудь мягкая игрушка. Скорее Правильно. всего. Да. Не помнишь? Какая? Нет. Давай посмотрим. Да, панда, да. Панда. Она до сих пор она у нас есть. Ну все, отлично. Ты стал лауреатом премии татарского музыкального телеканала ТМТВ в 2019 году в номинации «Лучший клип и песни». Ага. Помнишь? Давайте аплодисментами. Еще громче. А теперь прям кричим. Он обещал, что мы споем еще вместе. Анвар Нургалиев. Иң яхшы клип һәм Вот скажи, вот когда, скажем так, артист становится лауреатом премии, ну, давай конкретно ТМТВ, да, дает что-то ему вот этот вот момент, помимо числа подписчиков? Ну это дает, это же признание. Если ты его получил заслуженно, то это, конечно же, дает, потому что народ это видит. Если ты его получил незаслуженно, это играет тебе в минус. Это я с своей колокольни говорю. Все понятно, да. А там как решать, я не знаю. Я знаю, что и звание должно быть заслуженное. Не просто так вот, человек есть, и дали ему звание. А за что дали звание? За то, что спел одну песню? То есть надо полагать, да? Конечно. Чтобы было звание, нужно собирать залы, чтобы у тебя была своя публика. Вот тогда вот это заслуженно. И здесь тоже, я хочу сказать, примерно. Вот. А в какой стране ты чаще всего любишь отдыхать? Ну, самый больше это Турция. Почему Турция? Потому что самый близкий. Самый близкий. Я не люблю долгие перелеты, терпеть не могу. Вот. Ну, Ну, может. у тебя семья, там как-то с аниматорами лучше, да, вот это вот? Но аниматоры у меня дети уже большие, там аниматоров особо Нет, мы. ну, я имею в виду, да, это, А, я знаю, что дети А, большие. да. Поэтому как Ну, еще можно, конечно, в Эмираты. Мне минимальный перелет. Ну и вообще сейчас вот уже, скажем, ну, грубо говоря, с возрастом, что ли, хотя я себя всегда ощущаю молодым, лучше быть у себя. Вот я люблю себя в Башкирии, свои там, у нас много мест красивых, вообще у себя на родине. Сейчас побольше буду стараться у себя чувствовать. Вот Алла-Бирса с этого года я начну. Anvar Marvaevni tuvan kuni yaqindim. Esenlik, sog'lik, salomatlik. Olda da shulay o'ngishlar tilab, motor jig'lab, ko'p sahnalarda kishilar jiyib, o'ngishlar tilab, shulay motor jig'lovini tilayman. Musadan Anvarga salom.
Арслановлар. Для лака специальное средство. Вот такое. Это меня научили Зимов. Зимов обувь у нас тут есть. Для кожи специально несколько четок и специальная кайма. Вот так вот. Теперь вот эта обувь наша. Запах такой приятный, да, еще? Да, запах. Он специально впитывает. И Специально мягкий материал такой нужен. туалетная вода не нужна. Ну да. Вот. Это именные туфли мои. Тоже это сделано с Димохова. Это да? мои инициалы. АН. Ага. Вот. За своей обувью следишь только сам, да? Только сам за обувью слежу. Брюки. Сам глажу. Ну, обувь это вообще, это... Вот. What you gonna do with it all that junk? All that junk inside this trunk. What you gonna do with it all that junk? What you gonna do with it all that junk? What you gonna do with it all that junk? Есть какие-то моменты, которые ты вот готов каждый год? Вот я готов каждый год, там, я не знаю, там, ну, мне надо, короче, похудеть. Живот там вырастает. Ну, у меня это тоже проблема, вот это, его надо себя держать, надо тонус. Артист, он должен выглядеть, если он гастролирует, если он популярный, у него должна быть четкая одежда на себе. И не только на сцене, и в повседневной жизни. Это все должно быть, ну, я не знаю, все должно быть аккуратно. Форма, вот это вот не должно быть. Это пандемия, вот это все нам прибавило. Сказал с пандемией. Да. Вот это да. А насчет голоса, ну, голос его совершенствовать невозможно, его только нужно, наверное, держать в форме все время. Свой тембр, он не должен меняться, иначе ты не ты. Может, я сейчас не туда залез? Вот. Какой вот хит тебе не написали? Мне все говорили, что я стал популярным за счет песни. Сначала я сам тоже так, вот этот Song Weekend, я тоже так думал. Но я вот в течение вот этого года я все переразмыслил. Какой бы хит тебе не написали, если вот здесь лампочка не горит, бесполезно. Ты хоть что тебе напишут, хоть один... Должна гореть то, что в душе. Ты должен почувствовать, что это твое любимое дело? Нет, не только лампочка, вот ты должен быть заряжен. Ты должен понимать, что ты хочешь дать зрителю. Ты весь должен этой песне гореть, она в тебе должна быть. И вот тогда, там не обязательно вот такой диапазон, там и не надо вот такие бешеные голосовые вокальные данные. Там нужна душа, вот она должна раскрыться. Вот я недавно смотрел фильм это про Муслима Магомаева. Это мой вообще кумир, Муслим Магомаев. Вот он говорит, артист должен выходить на сцену не так, как на, я не знаю, вот, на войну, скажем, да? Некоторые, блин, как бы вот, а праздник должен быть для тебя сначала. Если ты здесь кайфуешь, если в тебе праздник, и здесь будет праздник, здесь 10 раз больше будет праздник. Я понял, да. Вот поэтому, да, вот сейчас, я поэтому хочу сказать, что у тебя должно быть все на уровне. И песни, и голос, и одежда, все. И, ну, вот этот мозоль, он. Вот насчет Муслима Магомаева. То есть там получается ход немножко другой. Я тоже изучал эти моменты, потому что, ну, по роду своей деятельности на сцене бывает, банкеты, туда-сюда. Да. Психолог. Вот психологи советуют, каким образом? Надо, говорит, выйти на сцену и мысленно зрителям, то есть отправить посыл: ребята, я вас всех люблю, я вас всех обожаю. Да. Даже если какое-то неприятное лицо сидит на первом ряду, там, или еще что-то. Да. Я вас люблю, и вот этот, ну, скажем так, вот эта обратка, она к тебе придет, она к тебе... То есть Да, однозначно. надо, вначале говорят, такой контакт установить.
Я его... А потом уже, ну, то есть словесный. Используешь ли ты какие-то вот эти Я психологические этим согласен. Я перед выходом, я читаю то, что я умею. Но я выхожу, я в течение всего концерта, я мысленно им дарю свою любовь. Это 1000000%, потому что, видя вот их горячие глаза, как они горят, блеск. Я даже вот этот пост сегодня именно зрителям написал, вот после вчерашнего концерта. Там невозможно их не любить. Это, я не знаю, там Бог покарает тебя за это, за то, что к тебе пришли такие, да, такие красивые, они все бросили, к тебе пришли, и они слушают. Ты должен убиться, но выложиться на все там 1000000%. Там. И поэтому, конечно, я и перед первой же там, я не знаю, нотой я им сразу желаю любви, добра, ну, всего только хорошего. Там невозможно. Это, ну, не знаю, это вот этот кайф ничем не сравнить. Раз я сюда попал, я должен это делать настолько, насколько я могу. Это неспроста. Это 1000000% неспроста. Да. Но он может его и забрать. Согласен. Но самое главное, то есть ты его используешь Ну, вообще на полную... Ну, скажем, можно сказать, да. Но это делается даже не от того, что нужно, не от того, что там нужно, да. Это идет отсюда. Да. Вышел, вот мне хорошо. Башкортстанның халық артисті Әнуар Нурғалиев. Sizden yaratma görüşürüz. Әнуар Нурғалиев. Башкортстанның халық артисті Әнуар Нурғалиев. Әнуар Нурғалиев. Вот. Кайфуешь Вот, очень. на сцене, кайфуешь? Да. Даже когда у меня голос уже вот Где как больше кайфуешь? Когда слышишь песню свою на радио или прям на сцене? концерте. Не, радио это ж... Когда получаешь именно, да? Вот? Да. Я особо себя слушать не люблю. Я редко. Я над ошибками, когда работаю, тогда я слушаю. Но когда здесь, и когда зал тебя подпевает, если они еще встают, ну это... У меня даже слезы идут. Ömürkeyler bik tez uza Etkey isen şakta Tuktap alık, vakit tabık Koytik әлі туған якка Ömürkeyler bik tez uza Etkey isen şakta Tuktap alık, vakit tabık Koytik әлі туған якка Кайтик әлі туған якка Кайтик әлі туған якка Керик әлі үскен йортқа Хәтерләтеп бала шақны Искә алып үсмер шақны Рәхмәт әйтеп әнкәйләргә Безне көткән әткәйләргә Гомерләрен азын айтып Кайтик әлі туған якка Кайтик әлі туған якка Ну, они у меня на концертах таких пьяных, там, перевыпивших, так и могут быть чуть-чуть на грудь, может быть, взяли Мне некоторые. кажется, ты уже давно ушел на другой уровень, перешел, что у тебя на концерте 100% такие люди. Не, у меня вот именно свой зритель. У каждого свой. У меня свой, он такой добрый, хороший, вот, ну, не знаю, вот они интеллигентные, ну, не знаю, вот, они добрые, душевные у меня. Твой зритель, да. Это мой, тот, да. Тот, который тебе больше нравится. Да. Сейчас, как ты заметил, вообще в песнях модно материться. Ну,
вспомнить момент, да? То есть Да. 20-й год. Человеком года стал Моргенштерн. Да. Василица. Все песни про мат. Как ты относишься к мату? И как ты относишься вообще, ну, то есть мат в песне? Нет, мат, он давно зашел в повседневную нашу жизнь. Это, конечно, очень прискорбно даже, это очень... Я сам, тоже у меня это бывает, я стараюсь от этого избавиться. Но в песнях это даже, это кощунство. Это у нас времена меняются, ценности меняются. Это значит, если мат в песнях, значит теряется душа, человечность. Значит, мы превращаемся немного в животных уже. Понимаете, вот... А если мат идет без оскорбления личности? То есть, мат, он... То есть, ну так, для красного словца. Мат, он всегда мат. То есть, Мат, он хороший не может быть. без разницы. Без В разницы. какой форме его используют, да? То есть... Абсолютно. Это мат, это он, само название мат. Это, все, это все. Это как в шахматах. Kişiler bulup tuğansın bu mattur dünyalarına İlk güzeller yine dinmesin matturum subhanallah Bir kulağına kullarıma söyle sırrını Yüreğimin kiletine yaşırma suyunu Karasan güzellerime gerekmiş sözlerinde Karaşanda ukalladım mehabbet gözlerinde Нет, вот скажи, вот за концерт вообще много дарят вот подарков? Любых? Пищевые там, еще какие-то там, тряпичные? По-всякому бывает. Если честно, я люблю получать подарки, но мне самый большой подарок это вот когда эмоции их захлестывают, так же как мне. Вот это самый большой подарок. А это немного иногда неудобно брать подарок, если честно. Приятно, но неудобно. Почему неудобно? Аля, как сказать, они и так и заплатили денег, пришли. А, и так деньги заплатили еще Да. и подарок. 3 лучших артиста на данный момент в нашей эстраде можешь перечислить? В татарской эстраде и в российской? Знаешь, вот, я очень редко слушаю, если честно, да. Вот, вообще, вот для меня хит-парад, я люблю, например, Антонова, да. Я вырос на его песне. Там, «Машина времени» люблю, скажем, да. Правда, и там Шевчука нашего люблю, да. Вот он тоже... Ну, ты их часто слушаешь? И стараюсь, по крайней мере. Вот, просто я услышал, мне это нравится. Вот. Я не хочу сказать, что я фанат. Из наших, я кого могу послушать? Мне нравится вообще, я же окончил оперный по оперному классу академии. Мне нравится, как поет Филипп Скагиров, скажем, да? Вот. Возьмем Раяза. Недавно для себя открыл Айдар Габдинова. Это вообще без никаких привлечений, я говорю. Я его знал, мы вместе учились с ним. Он потом со второго курса уехал, в Уфе учил, он наш башкирский. Вот недавно я смотрел как случайно его концерт. Мне очень понравилось его исполнение. Очень понравился. Он все поет, и эстраду поет, и классику поет, и народные вещи поет. Вот. А так он в кругах он особо неизвестен. Почему-то он редко появляется. Я не знаю, так вот, наших, Грей наш, вот он перевернул всю эстраду, скажем. Про него всяко можно много говорить, вернее, говорят, сколько хорошего, сколько плохого. Но для меня, я считаю, он благодаря своей трудоспособности, таланту, харизме, он перевернул всю нашу эстраду. Абсолютно. Анвар, я видел фотографии, но это было тоже, опять-таки, вот когда готовился к этому твоему любимому конкурсу про Инстаграм. Там с Греем была фотография, то есть что-то где-то вы там с ним пересекались, это года 4, наверное, назад было. Это я в свитере опять, да? Он тогда был еще стройненьким таким. Да, молодым. Да, молодым. Вы давно уже дружите вместе, да? Ну, я его еще с таких вот, он еще вообще пацаненком был. Он еще в подвале делал аранжировки. Он мне даже песню написал тогда.
Гомерлер Бергене очень мощная вещь, очень мощный трек. Вот, вот зрители могут послушать его. Гомерлер Бергене очень жизненная вещь. Вот, я его очень давно знаю, но он очень такой упорный, упертый, такой он идет к своей цели. Дни просто удивительные. Мы сегодня встретились с кем? С Анваром. Встретились в ресторане «Картатай». Нашего друга, товарища. Если так будет продолжаться, в год одна встреча так не пойдет. Да, это что-то по-старперски получается. Давай как-то почаще встречаться и когда напишем дуэт? Дуэт? Так, значит он должен, раз ты сказал, значит он должен скоро родиться. Да, мы должны написать дуэт. До Нового года мы это сделаем. На самом деле мы уже давно планируем, но пока авторы не написали, ни мы не написали. В общем, я думаю, когда-нибудь мы сделаем совместно. В общем, До Нового года. Да, фитанем с Анваром Аллахом. Ну все, вот вы услышали, мы сказали. Добро всем. Поладишься. Пока. Пока. А так, безусловно, лидер, он всегда остается, конечно, на сегодняшний день, это Салават Абый. Это да. Вот. Я с ним, вот я его очень сильно уважаю, но у меня таких с ним тесных контактов нету. Вот. Ну, а у нас в Башкирии это, наверное, ну, для меня это, наверное, Айдар Ганеевич. А перечислять талантов очень много. Я не делю вот так, вот этот, да, пособираемся, там можно, или там Грей собирает, Тимаев собирает, Ришат. Тимаева тоже я люблю послушать, вот с ним очень интересно пообщаться, там на самом деле адреналина набираешься с ним, просто вот вне концертов. 3 твои любимых бренда по одежде. Во что больше всего любишь одеваться? Я не знаю. Мне нравится Армани, Hugo Boss, скажем, да. Алга мне вот нравится сейчас, вот наш татарский бренд. Да. Спортивный. Да. Вот у нас сейчас, в Башкирии тоже есть там Home, или как он называется, вот с ними я хочу тоже. Я люблю вот такое. Адидас, вот эти рибаки, это тоже нормально. Больше спортивные я очень люблю спортивный, полуспортивный. Но я очень люблю, конечно, классику тоже. Если костюм такой красивый, если он на тебе сидит, ну вот такой. Если костюм, я считаю, он должен быть дорогим. Пусть дорогой, но один, но не 10, чтобы который там по 3, по 5 рублей. Который. Ну ты там на сцене еще говорил, что артист, он должен выглядеть, ну в первую очередь он внешне должен выглядеть уже дорого. Да. Дорого-богато. Это и не только для зрителей, это для себя, самому должно быть приятно. Вплоть до трусов у тебя должно быть все в идеале. А не так, ботинки у тебя вычищены, да, а носки у тебя, ты неделю их уже носишь, а носки туфли ты отдраил там до блеска. Это уж и такое, я думаю, бывает. Нужно стараться, по крайней мере, вот так делать. Я это говорю за артистов, потому что мы в ответе, на нас смотрят. Мы с тобой разговаривали про продюсера. Сам не задумаешься о том, чтобы вот в ближайшее время взять я думаю. Как продюсер с молодыми артистами начать работать? Я пробую же, я вот беру, вот, если мне голос нравится, вот я взял Айтугана, скажем, в команде. Вот сейчас Зубейда у меня, вот, это наши башкирские. Сейчас я смотрю, если все нормально будет, я же всю жизнь не буду гастролировать до 70 лет. Это называется преемственность. У нас есть некоторые, скажем, взрослые артисты, которые не особо так, скажем, хотят свой опыт передать, что ли, там, молодым, там, еще что-то. И такое встречается. Почему? Я не понимаю этого, я не знаю. Не просто после перерыва солдат и ваши варила. Или с ним рядом соляда, записку им дай и остальных выгоняй. Нет, а если маски только. Вот я 3 отправил вчера, они маски одели, спустились. Shunday sözler kirek temi bitmey turgan Shunday sözler kirek jandan kitmey turgan Niye shunday sözler aytilasın sirek Жылы sözler aytig aytigeli kübrek
Şunday sözler kirek demi bitmey turgan Şunday sözler kirek candan gitmey turgan Nega şunday sözler aytilasan sirek Жылы sözler aytigeli kübrek Друзья, Анвар обещал пригласить меня на свой юбилей. Впервые юбилей будет проходить на русском языке, но это не точная информация. Я думаю, сейчас надо уже завершать. И в качестве завершения, Анвар, от тебя вот так будет какой-то вопрос звучать для наших зрителей. Кто лучше, на твой взгляд, ответит, тому будет приз. Про приз мы пока не будем говорить, какой он будет, но фишка в том, что Анвар сам будет лично отбирать в комментариях ваши ответы, ну и, соответственно, самым лучшим в Инстаграме и в Ютубе уже будет вручен приз. Вопрос следующий. Ну, вопрос такой, как вы думаете, с кем бы мне было лучше спеть фит, ну, из российской эстрады? Кто правильно ответит, конечно же, с нас будет подарочек. Кто правильно ответит, кто Да, лучше. кто правильно, кто интереснее ответит. Всех ответит. Самое главное, друзья, распишите, почему именно вот Анвару нужно... Да, развернуто. Да, со Стасом Михайловым, например, потому что они там оба красавчики. Там, например, с Надеждой Кадышевой, потому что она поет русский народный, а Анвар поет современный. Это, ну, как бы два таких совершенно разных дуэта. Вот. Самые лучшие развернутые ответы будут, соответственно, призы. Все, я жду. Şunday sözler kirek candan gitmey turgan Nega şunday sözler aytilasan